И сестры, впервые в этом году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо обращается к нам, чадам Русской Православной Церкви, с посланием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырям, пастырям, монашествующим, всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю государственного празднования Дня Крещения Руси. Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Ныне Русская Православная Церковь совершает молитвенную память святого-равноапостольного князя Владимира, просветившего предков наших светом Христовой истины. Сей день особый не только для людей воцерквленных. Замечательно, что эта памятная дата значится в государственных календарях наших стран как День Крещения Руси. Таким образом, вместе с нами радость этого празднования разделяют все те, кто не равнодушен к славянской истории и к славянской культуре. Киевская крещальная купель навеки связала общей исторической судьбой единокровные народы России, Украины и Белоруссии. Это поворотное событие на столетия определило национальную идентичность восточных славян, задав вектор их духовно-нравственному и культурному развитию. Видя большую семью христианских народов, мы стали причастниками к великой христианской цивилизации с ее замечательными достижениями мысли, высокой духовностью и богатым творческим наследием. В духовно-историческом и религиозно-культурном понимании все мы преемники Днепровской Иордании, являемся, невзирая на разделяющие нас земные границы, гражданами единого духовного Отечества, которое именуется Святая Русь. Для наших стран православие стало той мощной силой, которая повлияла на формирование национального характера, нравственного облика, психологического склада народов исторической России. Оно также способствовало созиданию государственности восточных славян, развитию самобытной культуры и самого уклада жизни. Церковь призывает человека проявить волю ко спасению и избрать Богом заповеданный образ жизни по совести, на основании которого лежат такие ключевые понятия, как нравственность, любовь, вера, жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое вечно, говорит нам Господь. Только так, следуя Божьему глазу, мы сумеем сохранить и передать последующим поколениям благодатные дары нашей православной традиции. Однако, одной из самых трудорешаемых задач на этом пути является преодоление той специфической духовного состояния современного верующего человека, которое мы охарактеризовали как
новейшее двоеверие. Сегодня нередко можно встретить внешне благочестивого прихожанина, литургический и повседневный образ жизни которого вступает в наемные в противоречия, даже нравственные коллизии. По моему глубокому убеждению, мы только тогда сможем говорить подлинно духовном возрождении человека и общества, когда религиозная мотивация станет основополагающей при решении этических проблем современности. И спросим же у Господа силу веры, любви, кротости духа, твердости и следованию Его заповедям, дабы быть нам достойными наследниками и продолжателями дела святаго великого благоверного равноапостольного князя Владимира. А для того облечемся не только во внешние одежды людей-христиан, но и упорным духовным трудом обновим своего внутреннего человека по образу Христа, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Москва, 28 июля 2011 года. К поздравлению и приветствию патриарха присоединяется митрополит Николай и мы, священнослужители Свято-Михайловского собора, которые сегодня приехали здесь совершить таинство крещения. Великое первое таинство, которое совершается над христианином. Сегодня не только крещение в воде, но еще и миропомазание. Это все бывает один раз в жизни. И это событие неповторимо. Поэтому всех, кто сегодня будет принимать крещение, поздравляем с великим праздником обновления души и тела. И сейчас, после приветственных слов, мы начнем общую молитву, а затем здесь на сцене будет проходить концерт, и одновременно мы будем совершать таинство крещения. Спасибо.